большой опасности улица Тукая. Тут еще положение чуть лучше, но если процессы пойдут тем же чередом, то мы в ближайшее время лишимся всего. Тут вопрос встает о том, как реставрировать, как возрождать, на что обратить особое внимание. Дело в том, что Старо-Татарская Слобода развивалась как сообщество мусульман. Это были правоверные мусульмане, которые организовывали свою жизнь в соответствии с шариатом, и они организовывали такое сообщество махаллей. Всего в Старо-Татарской Слободе было 9 махаллей. На сегодняшний день они представляли себя не просто особую социальную организацию, но и архитектурный комплекс, состоявший из мечети, а мечеть это являлась своеобразным клубом, общением, где помимо молитв собирались и старейшины, и молодые люди. Там совершались и сделки, и все прочие разговоры. Это дом муллы, имама соборной мечети. Это, безусловно, здание медресе Приходского, где обучались шакирды. И дома предпринимателей, благотворителей, которые содержали это медресе и мечеть. Вот что касается, например, махалли мечети Маржани. Что мы имеем на сегодняшний день? Сама мечеть, здание медресе Маржания и все. То есть по линии улицы Маржани мы имеем дом Вали Бая Гизатуллина, который финансировал как-то мечеть, но на улице Каюм Насыри уже ничего не осталось. Помимо дома самого Маржани, но мы видим, в каком он состоянии. И вот здесь важно, восстанавливая, возрождая Старо-Татарскую Слободу, обратить внимание на восстановление вот этих ключевых объектов. Дом Маржани и те дома, которые идут вдоль озера Кабан. Апанаевская махалля. Мечеть возродили с помощью Министерства культуры, федерального бюджета. Слава Богу, минарет восстановили, прекрасное здание. Передали здание медресе, это улица Маржани, 28, знаменитая медресе Касимья, Апанаевская медресе, где учился весь цвет татарской интеллигенции. Состояние у него тоже не очень хорошее, хотя задача стоит мемориализации этого здания. Там учились и Гаяс Исхаки, и оба брата Максуди, и Захир Бегиев, и Муса Бегиев, можно перечислять до бесконечности вот этот список наших выдающихся людей. Может быть, это единственное здание, которое помнит их. Далее, дома благотворителей. Это Апанаевское гнездо. Что мы имеем тоже на сегодняшний день? Софьян 5. Была реставрация, сейчас опять в заброшенном состоянии. Каюм Насыри 37, тоже дом Апанаевых. Тоже полуразрушенный, обвалившийся. Вот при возрождении этой части улицы надо как раз обратить внимание на эти дома, на здание медресе и на саму мечеть. В районе Голубой мечети, это 4-я махалля, тоже хорошо, минарет восстановили. Но там рядом пристроены по улице Фатыха Карима 21-23, это дом имамов Халитовых. Они связаны с драматургом Фатыхом Халиди, тоже не очень хорошем состоянии, это тоже надо возрождать. А также дом по адресу Нариманова 98, это дом Лукмана Абдул-Каримова, попечителя этой мечети, отца Зайнаб Хасани, которая была замужем за Гараем Хасани, другом Тукая. Прекрасный особняк, тоже единое целое, один ансамбль. И, наконец, хотел бы обратить внимание на 5-ю махаллю. Это Галеевская мечеть. Это единственная мечеть в городе, которая не имеет сегодня минарета. Историческая мечеть. Она как вот стояла в советские времена, все уже, и Голубая мечеть приобрела минарет, и Апанаевская, Галеевская стоит. А эта мечеть связана с Галимджаном Баруди. С 1882 года по 1917 год он здесь был имамом. Рядом Тукая 38, дом Галеевых, там, где детские годы Галимджана Баруди прошли, где жил его отец, его братья, тоже в ужасном состоянии. Тукая 36, дом Иманкулова, дом, в котором жил Габдрахман Каран, первый татарский театральный критик. Я думаю, что этот дом будет разрушен в конечном итоге. Он полукаменный. И, собственно, медресе Мухаммадия, знаменитая медресе на всю Россию. Но оно более-менее содержится,
там люди учатся, шакирды. Что хотелось бы по этому поводу сказать? Все это собственность мусульманских приходских организаций сегодня. Мы в свое время, Институт истории, собрали все материалы по вакуфным исследованиям, по земле, по зданиям, которые относились к той или иной мечети. Мы все это передали духовным деятелям, и государство отдало им это все. Мне кажется, что сегодня, так как вот эти вот ключевые участки города принадлежат, значит, духовному управлению мусульман, государству надо совместно с духовным управлением мусульман решать вопрос о возрождении, реставрации вот этих объектов. Здание мечети, в первую очередь, медресе, а также создание мемориальных зон. Может быть, неполноценных музеев, если не в состоянии. Но во всяком случае, вопрос о доме Маржани и о Панаевском медресе, он должен стоять очень остро. Я знаю, что есть сейчас проект создания музея Старо-Татарской слободы. Это интересный, очень важный проект. Но опять-таки вопрос насыщения экспонатами, идеи, концепции. Хотя мы имеем вот эти вот, может быть, подумать надо, как это все решать. Второй важный момент. Старо-Татарская слобода — это буржуазный город. Это татарское городское образование периода капитализма. Основные домовладельцы были преуспевающие предприниматели, которые так или иначе занимались бизнесом. Иначе невозможно было. И мы, соответственно, имеем купеческие усадьбы, хозяйственные различные промышленные заведения. Главным памятником этого периода является комплекс Сенного базара. Вот на что тоже надо обратить внимание. Мы уже потеряли здание номеров Булгар, которые формировали, вот, были ключевым зданием в этом комплексе. Но у нас осталась Сенная мечеть, у нас остались дом Галеева, здание номеров Амур, московские номера. И, наконец, даже дом Фукса, так называемый, хотя он уже в конце 19-го, начале 20 века принадлежал Абдул-Кадыру Сагадееву, казанскому первой гильдии купцу, торговцу азиатской обуви. Это был уже такой национальный дом, наш в том числе. Вот. И сохранились корпуса лавок Сенного базара. Каким-то образом надо тоже обратить на это внимание. Слава Богу, вот здание номеров Булгар в руках хороших собственников. Это последнее, может быть, здание, которое связано именно с Тукаем, с домом Тукая. Оттуда он ушел в Клячкинскую больницу. Амур, да, извиняюсь, Амур. Вот такая ситуация именно с этим комплексом. И, конечно же, мы можем много говорить, это общеизвестно, мы написали много исследований, у нас много книг, да, Старо-Татарская слобода во второй половине 19-го, начале 20 века, это центр джадидизма, это центр реформаторства, это создание новых институтов общественных, это и благотворительное общество, и Восточный клуб, и библиотеки, и различные русско-татарские школы. Вот эти здания, которые сегодня тоже нуждаются в реставрации и помощи, это по улице Татарстан, здание Восточного клуба, тоже ключевое для восстановления. Потому что если мы посмотрим, например, на Елабужский заповедник, там здание связано с каким-то предпринимателем, с каким-то деятелем искусства и культуры, оно обязательно хотя бы фасад отреставрирован и висит мемориальная доска. Вот чтобы нам привести гостей сюда, в Старо-Татарскую слободу, надо, во-первых, асфальт нормальный, хорошие прогулочные зоны, красивые фасады, и везде должна быть информация на стенах домов, если мы не можем внутри что-то сделать, чтобы люди пришли и увидели воочию вот эти вот живые наши камни. И я вот коротко просто обозначил те моменты. Очень больно, что вот я сейчас посмотрел, исчез дом, где прошли детские юношеские годы писателя Гали Рахима. Прямо вот здесь рядом с музеем Тукая этот дом был. Это же тоже современник Тукая, известный ученый, литературовед, писатель. Очень обидно. Это Тукая 78. Вот как раз ограждено забором здесь. Мы в свое время подавали документы на этот дом, почему-то его на охрану не поставили. У нас остался сейчас дом, где жил Газиз Губайдуллин, слава богу, тоже в нормальном состоянии, доска мемориальная вроде бы есть.
Надо обязательно обозначить место, где родился и жил Валерий Апанаев, наш музыкант тоже, переводчик и крупный деятель, это Софьян 5. И такую работу нужно проводить по каждому дому. Восстановление и мемориализация старо-татарской слободы с тем, чтобы она служила нам и показывала гостям нашего города, что мы заботимся о своей культуре, о своем наследии.